Салам алейкум, дорогие подписчики. В Судане, в депутат даже это, в Госдуме тоже у них эта женщина тоже есть. Покрытой головой, да. Они вот в Судане все они белые одевают. Белые, все женщины белые одевают, мужчины тоже белые одевают. Покрывают голову, они потом снизу какой-то вот это прозрачное они одевают, а сверху полный это одевает это белое, они как это еще дополнительное. Вот так. В Судане, я же говорю, это брак, это очень как это крепкий брак, у них это развод я не слышала. Если где-то за это столицы можно, вот мы в столице, как это мы жили, в столице я это не слышала нигде, кто-то это, семья это распался. Если было бы девчонки, они всегда рассказали это в общежитии, что вот так, так, так. Всегда они рассказывают, кто-то это помолвка была, у кого-то свадьба, у кого кто-то это медовый месяц поехал. Всегда вот так они рассказывали. Вот про разводы ни разу я не слышала, что кто-то развелись, кто-то в семье как это распало. Вот так. А еще насчет это обрезания в Судане, это было, и сейчас думаю, что тоже где-то они делают скрыто, да. А вот в 1997 году президент Судана это запретили это обрезание по этому закону, который принял ООН. Запретили это, как это сделать обрезание. У них это фараонское обрезание. Полное они обрезают, это большие губы, зашивают. Клитор тоже полный они обрезают. Это третья, это стадия обрезания у них идет, это в Судане. Поэтому каждый раз они нам готовили, мы пошли, это как это, им читали, как это всякие, это, ну, как это с точки зрения ислама запрещено. Вот у нас нету, если было бы обрезание, вот это мы тоже были обрезаны, вот это мы мусульманки, другой это мир, другой стран мира, у нас нет обрезания. Потом они еще вот так глазами хлопали, как, вы не обрезаны, что ли? А мы говорим, да, у нас нет обрезания. Они еще как это в шоке были, что почему мы это не обрезаны. А мы им объяснили, что в исламе нету это, вот поэтому мы не обрезаны. Вот, потом это, еще сейчас, секунду. Еще это насчет обрезания, это в нашем общежитии тоже девушка была не обрезанная, это суданка. Она со мной дружила. Она сказала, никому не говори, что я не обрезанная, а то потом они мне как это будут смеяться надо мной, что я не обрезанная. Такое тоже у них было это принято. Это, ну, 90-й год. А сейчас думаю, что у них это... Извините, пожалуйста. Я думаю, что у них нету. Правильно? У них нету, как говорят, я не думаю, что у них до сих пор есть это обрезание, потому что 97-й год уже как это закон, как вышел этот президент, и поэтому мы с 97 по 2000 год, до того, что я окончила университет, извините, нам как это сказали, что езжаем, это будете объяснить им, что в религии ислам не существует никакое обрезание. У них только один это вид, тип это женское обрезание, это фараонский. Я же рассказала вам, что это до это появления это Моисея, алейсалам, это был такой это, приказ от этого фараона, что зашивать все женщины, что если рожает мальчику, убивайте его. Вот поэтому до появления Моисея это появилось это женское обрезание. Вот до нашей этого века это существует. До сих пор некоторые это африканские страны мира, они как то практикуют это обрезание. Да, ужасное. Даже я недавно смотрела это видео. Девочка после обрезания, у нее вздутие живота, потом она умерла сразу на месте. Это видео, это девушка из Магдишу, Магдишу, это смотрели видео такое, это фильм документальный, фильм сделали, если никто не смотрел, смотрите, пожалуйста, это фильм, называется «Девушка из Магдишу», это столица, это Сомалия, да. С нами в общежитии все девчонки африканки были, все они как и обрезаны были из Сомали, из это Чад, из это Судан. А мы до того, что вот это, мы из 95-й год поехали, да, 2 года мы не знали, что там у них есть обрезание. Потом, когда вот это наш университет, как это пришли, объявили, что студенты, которые, кто это не обрезан, еще не спрашивали, в какой стране мира нет обрезаний. Они вот так глаза хлопали, говорят, что, женское обрезание, что ли? Мы знаем про мужское обрезание, а женское. Они сказали, опа, значит, только в Африке это есть. Учителя, они удивились, что почему у нас в Средней Азии, в СССР,
Не было обрезаний, нету и не будет, иншаллах. Потом они сказали, спрашивают, у кого это нет обрезания, поднимите руки, мы подняли. Они сказали, вот, у кого нет обрезаний, не обрезанные девчонки, сделайте это, типа как это, выступительная эта программа, извините, и поедете, будете как это читать им лекции и объяснить, что это вот религия не существует. Вот мы, мусульманки, у нас нету. Если не верите, вот поедем это вместе, пусть это гинеколог посмотрит и скажет, что меня обрезаны, а вы обрезаны. Вот такое тоже было. Они сказали, нет, вы это неправильно говорите, потому что в основном это обрезание произошло в это село где-то далеко от этого города. Нас на автобус отвезли туда, они всякие, это же, они не развитые, они как это, не культурные. Вы врете, вы обманываете, вы тоже обрезаны. Просто пришли как это, как заблудить нас, заблуждение какое-то. Я говорю, потом мне это, наши учителя сказали, что скажи, что давай тогда поедем, берем ваши девочки и нас, и после гинеколог смотрит, скажет, что мы обрезаны, не обрезаны. Потом они сказали, ладно, ладно, никуда мы никого не отвезем, мы верим вашими словами. А как быть? Потом мне объяснили, что вот так, как есть, оставьте ее. Аллах же в Коране же говорит, что не меняйте внешности этого. Запретил это менять это наши внешности. Это женский половой орган тоже наша внешность. Вы не имеете права это менять это его. Это его, да, это половой орган. Вот. Потом они и плачут, и они обнимет нас, плачут, что Аллах прощает нас за это грех. Это мы грешили, значит, если Аллах это говорит, что не меняйте внешне свои внешние, это, что Аллах это... Потом мне сказали, Аллах прощающий, Он любит это прошедший аят 222, это аят 42. Они потом так это нас обняли, целовали с шоками, с щеки, и потом они как это благодарили, что и приехали нам как это сообщить и сказать это истину. Да, мы истину им как сообщили, что в религии ислама это не существует никакое женское обрезание. Потом наши учителя, преподаватели в университете, они еще нам как это благодарили, еще как это, еще сказали молодцы. Вот так впервые мы, девчонки из СССР, поехали в Африку, как это, читать это, лекцию про это обрезание, женское обрезание с точки зрения религии ислам. А мир в нашем веке, 21 век, сходит с ума. Они еще говорят, ладно, кто как хочет, пусть они делают. Ну, слава Аллаху, что мы там выступали. Они как это радовались, что мы как это, их как это им объяснили. Это был 97 год по 2000 3 года. Мы там 3 года, мы с девчонки, как это, каждый каникул, на зимние каникулы они нас отвезли. Зимние каникулы у нас 2 недели было. Потому что на летние каникулы мы приехали домой. Да, благословение.